Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном к этому часу. 2 миллиона 300 тысяч и 54 случая мошенничества. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей города Якутска. В этом году в столице региона планируется расселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сегодня стартует 21-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары-2021». По сведениям Минэкологии Якутии, на территории Лесного фонда республики проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 249,5 тысяч гектаров, расположенных на территории 19 районов. Из них локализовано 23 пожара, а с начала суток ликвидированы 13 лесных пожаров. Самолет Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков за прошедшие сутки производил вылеты по Усть-Майскому, Горному, Тампонскому и Татинскому районам. На сегодняшний день сложная ситуация у нас остается в 14 районах республики, где зарегистрировано основное количество пожаров и площадей. Также 5 приближенных населенных пунктов в 5 районах республики, где работает аэромобильная группировка Главного управления. На вчерашний день аэромобильная группировка была увеличена и в полном объеме сейчас 100% задействуется. На территории республики по заявке нашего правительства прибыло дополнительно авиация МЧС России. На сегодняшний день работает 4 воздушных судна, находятся на территории республики, это Т-200, и в Мирнинском районе базируются, и 3 воздушных судна Ми-8 с водосливным устройством. Авиация на сегодняшний день у нас активно используется по территории Верлюйского района, это Б-200, и Мирнинского района, и активно используется в Усть-Майском районе совместно с аэромобильной группировкой. По данным оперативного штаба, на 6 июля выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 50 случаев, Алданский район 6, Нерюнгринский район 5 случаев, Мегино-Кангаласский и Хангаласский районы по 4 случая, Амгинский, Верхневилюйский и Усть-Алданский районы по 3 случая, Вилюйский, Мирнинский и Сунтарский районы по 2 случая. В Горном, Жиганском, Ленском и Намском, а также Аймиконском, Таттинском и Чурапчинском районам единичные случаи. Отмечается, что осложнилась ситуация в Эвено-Бытантайском районе. Проводится расследование. Как заявили в оперативном штабе, итоги будут подведены завтра. За сутки лабораториями республики проведено 1279 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 миллион 200 тысяч 658 тестов. Вчера были приняты методические рекомендации Минздрава Российской Федерации о порядке вакцинирования и лечения заболеваний у беременных женщин. К сожалению, заболевание беременных продолжает фиксироваться на территории Республики Саха-Якутия. Соответственно, сегодня санитарной авиацией доставлены в город Якутск 2 женщин молодых также в состоянии беременности и с новой коронавирусной инфекцией. Еще раз обращаюсь к их членам семей, к окружению, к коллективам, к тем, у кого работают работодатели беременные. Те, кто сегодня ждет своих детей в семьях. Просим обращать внимание и особо относиться к данной категории людей. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин сегодня представил главе Якутии Айсену Николаеву нового прокурора республики Максима Попова, назначенного указом президента России. Представляя нового прокурора, заместитель генерального прокурора России по Дальневосточному округу Дмитрий Демешин отметил высокие профессиональные и личные качества Максима Попова, который имеет большой опыт службы в органах прокуратуры. Новый прокурор республики начал службу в органах прокуратуры с 2002 года после окончания Омского государственного университета по специальности юриспруденция. Тем временем прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей города Якутска. Они обвиняются в совершении 54 эпизодов мошенничества. Так, по версии следствия, обвиняемые объединились в организованную группу для хищения у граждан денежных средств. Представляясь сотрудниками ГИБДД, они размещали в сети интернет-объявления об оформлении за плату водительских удостоверений любой категории без сдачи теоретических и практических экзаменов. После перечисления гражданами денежных средств обвиняемые переставали выходить на связь, блокируя номера телефонов.
Злоумышленники таким образом похитили денежные средства у 54 жителей нескольких регионов России, причинив им ущерб в размере более 2 миллионов 300 тысяч рублей. В одном случае они не смогли довести свои действия до конца в связи с отказом потерпевшего в переводе денег. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. До конца этого года в рамках национальной программы «Жилье и городская среда» из аварийного жилфонда будут переселены жители нескольких аварийных домов столицы, а также получат новое жилье дети-сироты. Всего на эти цели на территории города Якутска строятся 3 многоквартирных дома. Один в районе птицефабрики, а также по улице Чернышевского и Билибина. Напомним, в рамках программы по территории республики планируется расселить 1 миллион 151 тысячу квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым в период времени с 2012 года по январь 2017, в котором на сегодня проживает 61 тысяча человек. В реализации проекта задействованы все 36 муниципальных районов и городских округов республики. На сегодняшний день переселено более 8 тысяч человек. В этом году в столице региона планируется расселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В целях достижения данных целевых показателей в целом по республике у нас сейчас планируется к вводу до конца этого года 68 многоквартирных домов, в которых приобретены жилые помещения для реализации программы переселения общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Кроме того, у нас еще программа реализуется способом выплаты возмещения. На сегодняшний день заключены соглашения о выплате уже с более чем 1100 граждан на сумму больше 2 миллиардов рублей. До конца года еще планируется заключить соглашение с порядка 800 семьями, тоже порядка на 1,5 миллиарда. Работники образования подвели итоги учебного года на встрече с председателем правительства республики Андреем Тарасенко. По сообщению первого заместителя министра образования Якутии Михаила Присяжного, на сегодняшний день учебный год 2020-2021 завершен по большинству позиций. Прошли демоэкзамены в учреждениях профессионального образования, также завершен основной этап единого государственного экзамена и первая смена летнего отдыха, которая тоже является частью учебного года. На данный момент идет работа приемных комиссий для первоклассников, а также учащихся среднего и старшего звена. По итогам прошедшего учебного года Андрей Тарасенко наградил отличившихся педагогов за плодотворную работу. Сегодня педагоги действительно задали очень много вопросов, касающихся повышения квалификации, вопросов, касающихся изменения формата и переподготовки участников экзаменационных и конфликтных комиссий, которые у нас участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, потому что становится действительно больше апелляций, больше ребята очень хорошо разбираются в предметах, и не зря же, поэтому у нас в этом году уже почти 30 100-бальников. Еще не все сдали, но уже 30 100-бальников, и действительно растет уровень подготовки. Сегодня стартует 21-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары-2021». Соревнования пройдут с 6 по 11 июля в селе Бердигистях в Горном Улусе. Подробно в сюжете нашего корреспондента Александра Нестерова. Торжественное открытие игр Манчары состоится 7 июля на новом стадионе Чипчал, села Бердгистях. Репетиции с участием постановочной группы идут каждый день, начиная с 20 июня. Сценарий церемонии открытия и закрытия игр составили на основе произведений народных писателей Сафрона и Семена Даниловых. В масштабном театрализованном представлении участие примут более 1400 человек. Главный режиссер Сахоакадемического театра Руслан Тараховский. По словам организаторов, в церемонии открытия ожидается много интересного. Во время церемонии открытия покажут главный символ Олимпиады – олимпийские кольца в 5 цветах. Эти цвета будут лейтмотивом проходить по всей программе. Синий будет олицетворять науку, красный – культуру, духовность и искусство, зеленый – экологию, черный – промышленность и желтый – экономику. Участие в играх примут и спортсмены из Нерюнгринского района. 31 спортсмен и 5 тренеров, 2 из которых тренеры-спортсмены. Будут бороться за победу в таких видах спорта, как легкая атлетика, национальное многоборье, северное многоборье, борьба хапсагай, гиревой спорт, пулевая стрельба и стрельба из лука. Нерюнгринский район на играх Манчары по стрельбе из лука мы участвуем с 2009 года. Состав был у нас полный.
На данный момент у нас отсеялось 2 человека. Ну, с работы не отпустили, получается. А подготовка у нас прошла хорошо, сборы прошли. Район предоставил нам луки, новые луки купили 6 штук. А накануне мандатную комиссию прошли участники из Горного Улуса и Северные районы. Игры будут обслуживать более 250 судей по 11 видам спорта. По итогам соревнований вся информация ежедневно будет размещаться на специальных счетах. Также в связи с уменьшением количества участников по отдельным видам спорта не станут выявлять победителей. Основные виды остались в том же формате, как и предыдущие игры. Просто в некоторых видах там добавили юниорские группы. Например, по стрельбе из традиционного лука, ну и в некоторых других видах. Спартакиада по национальным видам спорта пройдет в эфире телеканалов Якутия-24, НВК Саха, Мамонт, Радио Тетим, а также на площадке YouTube с 6 по 11 июля. Зрители увидят театрализованные программы, церемонии открытия и закрытия игр Манчары, а также соревнования по стрельбе из лука, легкой атлетике, якутским прыжкам, национальному многоборью, мастер-рестлингу, борьбе хапсагай и конным скачкам. Трансляция церемонии открытия Спартакиады начнется 7 июля в 21:00 по якутскому времени. Александр Нестеров, Нергуяна Егорова, Семен Амосов, Якутск, Горный Улус. 7 чудес Дальнего Востока с Лялей Алексаковой побывают в Якутии. Новый проект стремится охватить культовые места 11 регионов и насладиться природными красотами округа. Якутия – один из самых колоритных и суровых по климатическим условиям регион не только Дальнего Востока, но и России в целом. Самый большой субъект России, занимающий 18% территории нашей страны, станет важной вехой проекта Ляли Алексаковой. Команда надеется побывать на берегах Лены, своими глазами увидеть красоту северной тундры и пройтись по земле, по которой когда-то гуляли мамонты. Ключевой точкой этого путешествия станет посещение национального парка «Ленские столбы», который, напомню, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. К этому часу пока вся информация о развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.